На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О готовности к предстоящему зимнему сезону и не только. В Народном собрании состоялся правительственный час с участием министра энергетики Батала Мушба. Суд города Сухум начал рассмотрение дела по иску Тенгиза Казанба о признании сделок купли-продажи его квартир недействительными. Чемпионат мира по домино в 2027 может пройти в Абхазии. Об этом сообщил президент Международной федерации домино Мануэль Акенда. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил руководство и личный состав пограничного управления СГБ с Днем пограничника. В поздравительном адресе главы государства, в частности, говорится: история пограничного управления СГБ Абхазии – это история верности Родине, стойкости и самоотверженности. Первый пограничный отряд был создан решением национального лидера Владислава Ардзинба 20 ноября 1992 года в разгар Отечественной войны народа Абхазии, в тяжелейший период современной истории, когда решалась судьба нашего Отечества. Ваш вклад в укрепление суверенитета, защиту рубежей заслуживает самого глубокого уважения. Особые слова признательности хочу выразить ветеранам пограничной службы. Их бесценный опыт, верность долгу и преданность Родине стали прочной основой тех традиций, которые сегодня продолжает молодое поколение пограничников. Сегодня вы с честью и высоким профессионализмом выполняете поставленные задачи. Народ Абхазии верит в ваш профессионализм, патриотизм и бескорыстное служение Отечеству. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. Пусть в ваших семьях всегда будут мир, тепло и поддержка. Конец цитаты. В Гудауте состоялся конный парад, посвященный 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба. Наездники с флагами проследовали от улицы Ардзинба к мемориалу павшим защитникам Отечества. Там состоялась церемония возложения цветов. В возложении приняли участие руководство Гудаутского района, матери погибших бойцов, ветераны и представители общественности. Фотовыставка, посвященная первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, открылась в Гудауте в Госмузее имени Сергея Двар. Экспозиция включает 197 архивных фотографий, отражающих разные периоды жизни Ардзинба, рассказала спутник-директор музея Гугуца Джекерба. Снимки начали собирать по всей Абхазии после 70-летия Владислава Ардзинба. К сожалению, из-за нехватки стоек мы не смогли представить все фотографии. Осталось еще около 80 снимков. Среди них есть те, которые никогда раньше не выставлялись, отметила Джекерба. Выставка будет работать до конца декабря. Круглый стол памяти Станислава Лакоба, государственного и политического деятеля Абхазии, историка и литератора, состоялся в Абеги имени Гулия. Мероприятие прошло по инициативе Марины Щербаковой, доктора филологических наук, заведующей отделом русской классической литературы РАН, которая со своими абхазскими и российскими коллегами приняла участие в работе круглого стола в режиме онлайн. Участники встречи поделились размышлениями об исторических и литературных работах Станислава Лакоба, а также воспоминаниями из личного общения с ним. В завершение мероприятия был представлен отрывок из архивной записи с участием самого Станислава Лакоба, где он рассказывает о своих научных исследованиях и поэтическом творчестве. На самом деле мы потеряли великого человека, ученого, историка и литератора, и государственного политического деятеля. Где бы ни находился Станислав Зосимович, он как личность проявлял принципиальность, порядочность, честность, его масштабы государственного мышления, и как наставник, и как автор учебника «История Абхазии» у него всегда была своя точка зрения. Обращение мое ко всем собравшимся, ну и, может быть, прежде всего к семье, к близким друзьям, соратникам. Просьба и обращение заключается в следующем. У нас журнал «Два века русской классики». Не случайно на развороте сегодняшней, это не программа, собственно, а справка о входе в интернет, наше общение сегодняшнее. Я разместила выдержки из статьи, которая мне очень нравится и очень дорога у Станислава Васильевича, о «Мертвом доме» Достоевского, об абхазах
сослана Сибирь. Так вот, я бы с удовольствием предложила бы журнал републикацию этой статьи, но с предисловием развернутым о творческой истории. По сути, все то, что сделал Станислав Васильевич, заслуживает, и сегодня Армен Верович уже об этом сказал, заслуживает такого же пристального внимания. Мастерская ученого, мастерская исследователя. Порой казалось, что Станислав Лакоба был и будет всегда, ибо он глыба в разных ипостасиях. Историк, государственный деятель, поэт, публицист. Круг его научных интересов широк. История и культура народов Кавказа, глобальная региональная геополитика, восточная поэзия и литература. Несмотря на внешнюю строгость и невозмутимость, Станислав Зощенкович, как правило, был очень внимательным, чутким, отзывчивым, тактичным человеком, что каким-то невообразимым образом сочеталось с его всем известной принципиальностью. После того, как ушли сначала Олег Ходович Гальба, а теперь и Станислав Зощенкович Лакоба, стало очень ответственно жить и называться историком. Интересные вещи, то, что касается образования, культуры, как это в Абхазии все происходило, как открыли одну из первых школ в Лыхне, в селе, тоже интересно. Детей собрали всех, когда пришел учитель, ну там в шляпе пришел, в костюме, в галстуке, все дети разбежались. Второй раз опять он пришел, опять дети разбежались. Не могли понять, чем дело. Потом объяснили, что абхазцы говорят, что он неправильно одет. Наши дети не будут его слушать, это что такое. Мы поняли, в чем дело. Русского учителя пошли на него, надели черкеску, турку, пистолет, кинжал. И он вошел в класс, и тогда дети не слушались. Полную видеоверсию круглого стола памяти Станислава Лакоба, ученого и поэта, государственного и политического деятеля Абхазии, состоявшегося в Абиги, смотрите в ближайших эфирах телеканала. Правительственный час с участием министра энергетики Батала Мушба прошел в парламенте Абхазии. Несмотря на сокращение потребления, отмену веерных отключений и рост собираемости оплаты с абонентов, председатель комитета по экономической политике Резу Зантари уверен, что меры, принимаемые правительством Абхазии по выходу из энергокризиса, временные и недостаточные. Вы не рассмотрели те предложения, которые к вам пришли, которые мне известны, да? И не рассмотрели, вы его складываете куда-то. Для чего? Не понимаю. Это важно. Это практически равно преступлению. У вас дефицит электрической энергии, вы выкачиваете с бюджета со страны до 600, до 700 миллионов рублей только с Черноморэнерго, и при этом сколько бюджетных средств потрачено? За 3 года сказать вам, бюджетных средств 3 миллиарда. 3 миллиарда рублей. Всего электроэнергии привлечено из Российской Федерации в виде этой помощи, в виде помощи как социальной помощи и нашими деньгами на 3 миллиарда рублей, на 14 миллиардов. На 14 миллиардов. А с 2026 года, с конца, 27 год начала, социальный переток закрывается, его не будет. Наши действия, упадаем в темноту, в полную темноту. Что делаем? Я же только что сказал, что видение энергосистемы, видение энергетики должно быть минимум на 25 лет. Она должна опережать рост экономики. Другого формирования не бывает. Все страны мира так делают. Резу Платонович, если бы в предыдущие годы были бы разработаны и приняты долгосрочные программы, по которым мы могли бы и 5, и 10 лет назад, и 15 лет, и 20 лет назад, мы бы их реализовывали. Мы еще раз повторяем. Но мы же объективно понимаем, что на сегодняшний день таких долгосрочных программ не было. От вас не хотим, не спрашиваем за Есть у нас краткосрочные цели, которым мы вынуждены оперировать для того, чтобы обеспечить наше население электроэнергией. Не обеспечивать население электроэнергией, мы считаем,
преступным и неправильным. Да, но вы к этому есть ведете. Какие-то краткосрочные мероприятия, есть долгосрочные мероприятия, в том числе инвестиции в генерирующие мощности, которые, как вы наверняка знаете, и все депутаты, я наверняка уверен, это дорогие многомиллиардные инвестиции в создание новых генерирующих мощностей. Это аксиома, которая будет и сегодня, и завтра, и послезавтра. Но если мы будем оперировать долгосрочными задачами, конечно, мы краткосрочно должны решать вопросы, я которые стоят в энергетике. Я вам не задал вопрос, почему вы не построили. Я вам задал только один вопрос. Где перспективный план развития гидроэнергетики или вообще генерирующих мощностей? Я только это сказал. План. Он находится ни в разработке, непонятно где находится. Его вообще не существует. Репортаж с правительственного часа с участием министра энергетики смотрите в нашем пятничном эфире. Сегодня значимый день для абхазской медицины. В Республиканском сосудистом центре успешно провели первую операцию, что ознаменовало начало его полноценной деятельности. Президент Бадра Гунба посетил республиканскую больницу, чтобы ознакомиться с работой нового отделения и оценить условия, созданные для пациентов. Смотрите материал пресс-службы главы государства. Сегодня очень важный день для абхазской медицины. Впервые в истории отечественного здравоохранения в Республиканском сосудистом центре провели первую операцию. Это начало полноценной работы сосудистого центра. Операцию проводили абхазские врачи вместе с российскими коллегами. Длилась более 2 часов и прошла успешно. Врачи сохранили ногу пациенту. Операция проводилась на специализированном медицинском аппарате ангиография, которая была приобретена благодаря помощи Российской Федерации. Республиканский сосудистый центр сегодня открыл свои двери для пациентов. Была первая операция. Операция прошла успешно. Это результат многолетней работы. Это большой шаг в совершенствовании системы оказания помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов. То оборудование, которое установлено на данный момент, оно позволяет осуществлять широкий спектр лечебных и диагностических вмешательств. И я хочу сказать, что коллектив центра, он подготовлен полностью для дальнейшей работы, для принятия новых пациентов. И очень радует то, что данный вид помощи высокотехнологичный, он будет сейчас приближен к жителям республики. Президент Бадра Гунба посетил республиканскую больницу, чтобы ознакомиться с началом работы отделения. Строительство и оснащение оборудованием столь важного для страны отделения проходило под личным контролем президента. Глава государства неоднократно посещал строительную площадку нового корпуса, наблюдая за ходом работ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба доложил президенту о ходе операции. Бадр Здравович, хочу доложить. Сейчас идет второе оперативное вмешательство. Первое оперативное вмешательство было проделано час назад. Пациент с критической ишемией конечности, которому грозила ампутация. Если не сделать высокотехнологическую медицинскую такое вмешательство оперативное, зашли, соперировали, кровоток восстановлен, сейчас находится в палате интенсивной терапии. Наши коллеги абхазские с российскими коллегами совместно оперировали пациента, операция прошла успешно. В первую очередь хочу поздравить коллег, поблагодарить за ту работу, которая проведена. Каждый из нас прекрасно понимает цена спасенной жизни, и мы очень давно ждали создания таких условий в Абхазии, когда могли бы оперативно принять решение по экстренной госпитализации. Я уверен, что это спасет жизни многих сотен наших соотечественников. Это очень важная работа. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших российских коллег за поддержку. Безусловно, слова благодарности Сергею Владимировичу Киренко, когда мы вышли с предложением, с просьбой оказать поддержку по ангиографу, по очень дорогостоящему аппарату, который мы давно мечтали реализовать и иметь в нашей республиканской больнице. Он поддержал этот проект, и спустя несколько месяцев мы можем с гордостью отметить, что такого рода центр у нас открыт. Благодарю Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Мы в этом году на создание этих условий незапланированных бюджетных средств направили порядка более чем 70 миллионов, понимая, что это очень важный проект, который мы реализовываем. Так что с Богом, здоровья нашим гражданам, благодарность медикам. И я уверен, что мы
сделали очень хорошее, доброе дело, которое обязательно скажется на здоровье наших граждан. Спасибо вам огромное. Можно, Бадрис Зурабович, еще пару слов сказать, лично поблагодарить вас. Все вы знаете, какое участие Бадрис Зурабович принимал вообще в становлении этого проекта. Огромное вам спасибо. Вы дали совершенно другой толчок, импульс, чтобы это все реализовалось. Сергею Владимировичу отдельное персональное спасибо. И еще хотел поблагодарить моего коллегу Михаила Ильича Мурашко, который неоднократно приезжал, контролировал, все это дело держал на контроле. Вот сегодня специалисты Минздрава России находятся в Чазовский центр и присутствуют коллеги, уже делают вторую операцию. И еще отдельное спасибо нашим коллегам-строителям, которые без них, наверное, ничего не получилось бы. Президент проведал первого прооперированного пациента. Глава государства поинтересовался его самочувствием и пожелал скорейшего выздоровления. Пошли, Марина, спасибо всем, кто принимал мое здоровье участие. Я благодарю всех. Медицина особо у нас нормальная, на высшем уровне. И старание наше правительство создать такую медицину, это не везде могут. Вот у нас есть настоящая медицина. Но за это благодарить не надо, это ответственность и обязанность государства. Действительно, это очень важный скачок для нашей медицины. И самое главное, ты, когда видишь здоровых, жизнерадостных пациентов, это самое главное, наверное, и для медиков, и для всех нас. Так что это самая большая благодарность. Конечно же, без профессионалов мы ничего реализовать не смогли бы. Благодарю вас, коллеги. Подготовлены наши персоналы тоже очень хорошо. Да. Я так думаю, что они опыт и добрали, и лучше идет дело. Желаю вам здоровья, бодрости, духа. Спасибо, удачи вам, здоровья вам. Всего доброго. Печальная весть. Ушел из жизни заслуженный артист Абхазии Беслан Бебе, сообщил «Спутник», его коллега Зураб Маршани. Ему было 62 года. Он был воспитан в национальных традициях, был вежливым и внимательным человеком, а как танцор – профессионал в своем деле, отметил Маршани. Беслан Бебе выступал в государственном ансамбле «Шаратен». Он поставил хореографические композиции «Дружба народов СССР» и «Дружба народов Кавказа». Солировал в постановках «Шаратен», «Танец с бурками» и «Нарта». Суд города Сухум начал рассмотрение дела по иску Тенгиза Казанба о признании сделок купли-продажи его квартир недействительными, так как, согласно иску, они были совершены по подложным доверенностям. Подробности у Марианны Котовой. Суд города Сухум начал рассмотрение дела по иску Тенгиза Казанба о признании сделок купли-продажи его квартир недействительными, так как, согласно иску, они были совершены по подложным доверенностям. Казанба Тенгизу Дзевжетовичу на праве личной собственности принадлежали квартиры, расположенные по адресу город Сухум, улица Гумистинская, дом 21, квартира 42, и по улице Аргун, дом 26, квартира 11. От посторонних лиц истцу стало известно о том, что вышеуказанные квартиры проданы, и на сегодняшний день их собственниками являются другие лица. Кроме того, указанные в доверенности паспортные данные отличаются от паспортных данных Казанба. Также подпись на доверенности ему не принадлежит. В графе «Доверитель» нотариально удостоверенной доверенности от 4.02.25 года указаны данные Казанба прописью, а также учтена подпись. Однако данная запись истцу не принадлежит, то есть произведена вместо Казанба Тенгиза Дзевжетовича другим лицом, что является уголовно наказуемым деянием. Также обращаю внимание суда на то, что в доверенности указаны неверные паспортные данные Казанба, дата рождения последнего, а также место регистрации. Он никогда не был зарегистрирован по адресу РФ, Московская область, город Пушкин. Указан неправильный адрес его регистрации, серия паспорта и код подразделения, о чем можно убедиться, сравнив указанные в доверенности данные с его действующим паспортом гражданина РФ. На основании этой доверенности Сусанна Гумба продала квартиру Тенгиза Казанба гражданке Якубовой. 04 февраля 2025 года государственный нотариус Сухумской государственной нотариальной конторы номер 9 ДЖОПО удостоверила доверенность АА 460-879 от Казанба Тенгиза Дзевжетовича 1960 года рождения на предоставление полномочий Гумба Сусане Акакиевне 1972 года рождения управлять и распоряжаться его квартирой по адресу город Сухум, улица Аргун, дом 26, квартира 11.
На основании указанной доверенности Гумба продала данную квартиру гражданке Якубовой. Договор купли-продажи квартиры АА 460-881 был удостоверен государственным нотариусом Сухумской государственной нотариальной конторы номер 9 ДЖОПО. Указанные сделки не соответствуют нормам гражданского законодательства Республики Абхазия, в связи с чем являются ничтожными по следующим основаниям. 04.02.25 года Казанба Тенгиз Завжетович находился в городе Москва и приехал в Абхазию 21.02.25 года на похороны родственников. В подтверждение данного факта предоставляю квитанции по заказу электронного билета. Также нотариальная контора номер 9 удостоверила доверенность Тенгиза Казанба на имя Светланы Гумба, паспортные данные которой полностью идентичны данным Сусанны Гумба, которая по доверенности от Казанба уже продавала другую квартиру истца. 04 февраля 2025 года государственный нотариус Сухумской государственной нотариальной конторы номер 9 ДЖОПО удостоверила доверенность АА 460-715 от Казанба Тенгиза Завжетовича, 60-го года рождения, на предоставление полномочий гражданке Гумба Светлане Зауровне, 07.10.72 года рождения, управлять и распоряжаться квартирой, находящейся в его собственности, по адресу город Сухум, улица Гумстинская, дом 21, квартира 42 с правом передоверия. Гражданка Гумба Светлана Зауровна передоверила все полномочия гражданке Лазба Астане Георгиевне 27.02.79 года рождения, составив доверенность АА 460-719 Сухумской государственной нотариальной конторе номер 9 3.07.25 года. Астанда Лазба, на которую Светлана Гумба оформила доверенность продать квартиру, которую Казанба доверил продавать ей, рассказала в ходе судебного заседания, что знакома с Сусанной Гумба примерно 7 лет. Взялась за эту сделку она безвозмездно. И ее не смутило, что договор был составлен на имя Светланы Гумба, а вместо указанных в договоре 300 тысяч ей передают 2 миллиона. У меня было написано Гумба Светлана. А у вас не... Ну, как бы в договоре, когда я читала, там было написано Гумба Светлана. Так, а вы не... Я не ознакомилась ни с доверенностью, нет. В договор я ознакомилась, свои данные я проверила. Угу. Что было прописано в договоре? Ну, рассказывайте, пожалуйста. Что я по передоверию от Гумба Казанба, доверяющий Гумба Светлане, и я по передоверию от Гумба Светланы продаю квартиру. За сколько? Сумма была указана в начале. В ходе разговора с людьми, вот мы спрашивали, какую будем указывать сумму. Я вначале знала о том, что должна была быть указана полная сумма, 2 миллиона. Но молодой человек сказал, что укажем 300 тысяч, так как госпошлины меньше надо будет платить. Покупательница квартиры Саида Пачулия сообщила, что передала 2 миллиона рублей доверенному лицу продавца Астанди Лазба на глазах у нотариуса Мадины Джопуа. Астанда Лазба утверждает, что не помнит, передавались деньги при свидетелях или нет. Также не помнит об этих обстоятельствах и нотариус. 300 тысяч напишите, секретарь составил образец договора, прочитали, все согласились. Но вот и Лазба утверждает, и Пачулия утверждает, что деньги передавались в вашем присутствии, передавались в кабинете. Я не сказала в присутствии нотариуса, я не помню. По словам нотариуса Мадины Джопуа, в ее обязанности не входит проверка подлинности предоставляемых ей документов. Она утверждает, что все несоответствия в документах могут быть связаны с механическими ошибками. Это аудиозапись, так как по решению судьи Наракварча журналистам разрешено снимать на камеру только начало судебного процесса и его решения. Таких полномочий у меня нет. Сомневаться в том, что приходит человек с паспортом, и он это или не он. У меня нет таких прав. Не доверять. Приходит человек с правоустанавливающими документами, с паспортом, делает доверенность. Я подлинность его паспорта проверять не имею таких полномочий, доверяю, если честно. Может, механическая ошибка, я уже смотрела, может быть механическая ошибка, так как Гумба Светлана у нас участвовала в сделке, возможно, мой секретарь
просто не поменял данные. Такое тоже бывает. У нас бывают ошибки в связи с... Это заседание завершилось ходатайством адвоката-покупателя квартиры Саиды Пачуля Кристины Джинджоли прикрепить к материалам дела документы, полученные из Министерства юстиции и доказывающие, что акт приобретения Тенгизом Казанба квартиры на улице Гуместинской незаконный. В качестве правоустанавливающих документов муниципальное учреждение администрации города Сухум БТИ были представлены нотариально удостоверенный договор от 23 августа 2016 года за номером по реестру 2180 квартиры города Сухум, улица Гуместинская, дом 21, квартира 42. Обращаю внимание суда, что стороной защиты были сделаны соответствующие запросы. Был сделан запрос Министерства юстиции Республики Абхазия по бланку, нотариальному бланку. И стороной Министерства юстиции направило ответ, согласно которому ответ от 30 октября 2025 года за номером 2843 сведения о приобретении Минюстом Республики Абхазия и, соответственно, выдаче бланка серии АА под номером 207-462 в книге учета Минюста Республики Абхазия не значится. Я к тому, что тот договор дарения 2016 года, по которому собственником выступает Тенгиз Казанба, является недействительным, потому что бланк данной серии Министерством юстиции вообще не выдавался. По словам адвоката Казанба Тея Чугунава, эти документы никак не помогут ответчикам. Если договор дарения от тети моему доверителю незаконный, соответственно, все последующие сделки являются недействительными. Если их всех признать незаконным, квартира будет принадлежать покойной наследодательнице, этой родной тете моего доверителя. Официальный ответ истца по данному ходатайству адвокат пообещала предоставить после ознакомления с документами к следующему заседанию суда, которое намечено на 5 декабря. Также суд намерен вызвать на процесс Светлану Гунба и самого истца Тенгиза Казанба. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Люди и даты. 20 ноября 1925 года родилась Александра Шакрыл, кандидат биологических наук, палеоботаник, исследователь уникальной ископаемой флоры Абхазии. Выпускница из ГПИ в 1964-м защитила кандидатскую диссертацию в ТГУ. С 1957 года до конца своей жизни проработала в отделе ботаники Сухумского ботанического сада. Многолетняя работа Шакрыл по сбору палеоботанических материалов, изучению третичной ископаемой флоры Абхазии, особенно многих голосеменных, бобовых, лавровых и других, позволила описать видовое разнообразие этих флор на евроазиатском континенте, выявить богатство и оригинальность состава колхидской палеофлоры. Шакрыл – автор более 40 научных публикаций, соавтор фундаментальных изданий, двухтомника «Каталог ископаемых растений Кавказа. Ископаемые цветковые растения СССР». Исследование Александры Шакрыл «Виды бобовых из третичных флор Абхазии» вошло в завершающий том по ископаемым бобовым мира в издании Королевского ботанического сада. После выпуска новостей смотрите программу «Автограф» из архива Абаза ТВ с участием Александры Шакрыл. 20 ноября родилась Инга Ардзенба, заместитель первого проректора, доцент, заслуженный работник Высшей школы республики, кандидат экономических наук, выпускница Белорусского государственного университета. В 1994-м защитила кандидатскую диссертацию на тему «Репродуктивное поведение населения Абхазии» в Московском институте социально-политических исследований. С 1995 года преподаватель кафедры экономической теории ВАГУ. В разное время занимала должности от преподавателя до декана экономического факультета Абхазского госуниверситета. Ардзенба, автор ряда научных публикаций. В 2014 году была в составе рабочей группы по написанию стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, занималась разработкой разделов «Демографическая ситуация и миграционные процессы в современной Абхазии» и основные направления демографической политики на современном этапе. Фольклористы Абхазии принимают участие в международной научной конференции «Эпос» в контексте мировой энциклопедистики, которая пройдет в Северо-Восточном федеральном университете имени Аммосова в Якутске. Делегацию возглавил президент Академии наук Абхазии, директор Центра нартоведения и полевой фольклористики Абхазского госуниверситета, иностранный член Российской академии наук профессор Зураб Джапо.
В Генеральной прокуратуре проверили сотрудников на соответствие занимаемой должности. В Генпрокуратуре состоялась аттестационная комиссия, в ходе которой ряд сотрудников был проверен на соответствие занимаемым должностям. Проверка заключалась в устном собеседовании с вопросами по профильному законодательству и проделанной работе. По итогам этого профессионального экзамена свои посты подтвердили 5 сотрудников, включая старших советников юстиции и следователей. Минтуризма Абхазии подготовила проект закона о туризме, отражающий действительность и нацеленный на развитие в будущем, рассказал в интервью «Спутник» глава ведомства Астамур Логу. Документ для изучения получили депутаты, а также представители турсферы, экскурсионное сообщество, ательеры. Мы, безусловно, не говорим, что это итоговый вариант, как раз ждем обратной связи, очень надеемся на совместную плодотворную работу, добавил Логу. С конкретными предложениями туристическое сообщество, по словам министра, должно выступить до начала декабря. После этого планируется вынести проект закона на рассмотрение парламента. На Войнахской улице в Сухуми начались ремонтные работы. Первоначально планировалось уложить бетонное дорожное покрытие, но, как выяснилось, на участке не проложена канализация, сообщает пресс-служба столичной администрации. Прокладку канализации планируется завершить до конца 2025 года, а затем сразу приступить к реализации уже запланированного проекта по бетонированию Войнахской, сказал замглавы администрации Константин Тарба. Мы находимся на улице Войнахской. Тут вообще планировалось уложить бетонное дорожное покрытие. В ходе подготовительных работ главе города было доложено, что улица не канализирована. Главой города было дано поручение выполнить изначально работы по канализированию данной улицы. Таким образом, мы проложим около 1 километра коммуникаций. Работы по водоотведению разделили на 2 этапа. Первый этап это 800 метров, следующий этап это чуть более 200 метров. На данном участке планируется укладка труб различного диаметра от 160 до 300. Производство работ мы планируем осуществить до конца 2025 года и сразу же приступить к реализации запланированного уже проекта по бетонированию этого участка. Автопарк Сухумской администрации пополнился новой спецтехникой, мусороуборочной машиной КАМАЗ. Коммунальные службы столичной администрации испытывают большую потребность в подобной технике. Ежедневно мусороуборочные машины собирают мусор по городу и отвозят его в Галский район. Данный автомобиль является меценатской помощью городу. Ранее 2 аналогичные машины были приобретены по поручению главы администрации Тимура Агрба. Новости культуры. Абхазский драмтеатр представит спектакль «Золотое руно» в Уфе. Выступление пройдет 29 ноября на сцене Башкирского гостеатра оперы и балета в рамках программы «Большие гастроли». Постановка создана по поэме «Мушни Ласури», основанной на древнегреческом мифе, но наполненной абхазскими мотивами, фольклором и философией, сообщили в Росконцерте. Абхазский театр – это посол абхазской души в мире. Через наши спектакли мы рассказываем о нашей истории, традициях и ценностях. Верим, что наши спектакли способны изменить мир к лучшему, вдохновляя людей на любовь, сострадание и взаимопонимание, отметила гендиректор театра Хибла Мукба. Русдрам подвел итоги 44-го сезона и наметил новые горизонты. На пресс-конференции гендиректор театра Ираклий Хиндба отметил, что 44-й театральный сезон стал одним из самых насыщенных за последние годы. Мы провели всего 266 мероприятий, включая 239 спектаклей, 5 премьер и 27 спецпроектов, сказал он. Мне кажется, по количеству событий это был самый насыщенный из сезонов последних лет. И сейчас все очень насыщенно, и хочется вообще открыть эту встречу словами Дорна из пьесы «Чайка», как все нервны, сколько любви, потому что действительно мы все сейчас нервны, все очень переживаем. Завтра премьера «Чайки», а любви много, потому что ее действительно много, и в частности в репетиционном процессе, потому что так, как актеры работают с режиссерами, режиссер с актерами, вообще вся команда, которая над спектаклем сейчас трудится, это такое настоящее проявление любви и профессиональной, и творческой, и человеческой.
Итоги года. Мы сыграли 239 спектаклей. Итоги сезона. 239 репертуарных спектаклей, 5 премьер, 27 спецпроектов у нас на нашей сцене прошло. 266 мероприятий мы провели в сезоне. В следующем году у нас будет вливание такой актерской крови, щепкинской. Впервые в истории театра в Абхазии будут актеры, выпускники Щепкинского института работать в Абхазии в качестве актеров. А в следующем году мы наберем еще один курс. И это наша была общая идея с Евгением Владимировичем Князевым. Мне показалось это очень правильно и стратегически правильно. Это будет совместный курс абхазского и русского театров в Театральном институте имени Щукина. Репортаж с пресс-конференции гендиректора Русдрама Ираклия Хиндба смотрите в нашем эфире в пятницу, 21 ноября. В галерее Ауада открылась персональная выставка Дианы Хиндба. На ней представлена живопись и графика. Это экспозиция «Маленький рассказ», приглашающий зрителя в мир автора через призму личных переживаний, вымышленных ландшафтов, пейзажей воображения и наблюдений о родном городе. Подробности в наших ближайших выпусках новостей. Чемпионат мира по домино в 2027 может пройти в Абхазии. Об этом сообщил президент Международной федерации домино Мануэль Акенда в пресс-центре «Спутник». Тему продолжит Алиса Адлиба. Чемпионат мира по домино в 2027 году может пройти в Абхазии, сообщил президент Международной федерации домино Мануэль Акенда. Мы в начале пути, чтобы провести международный чемпионат по домино в Абхазии, рассказал Акенда. Сегодня состоялась его встреча с президентом Бадрой Гунба. Глава государства поддержал эту идею. Но, однако же, как я сказала, мы должны быть полностью уверены в том, что все пройдет хорошо, хотя мы знаем, как абхазы умеют организовывать чемпионаты. Мы видели в 2011 году чемпионат мира по домино был. Он был невероятных масштабов, и мы не сомневаемся в том, что в этот раз тоже все пройдет шикарно, но дело в том, что вот мы ждем сейчас письмо от президента. Он обещал, что подготовит правительство письмо, в котором будет обозначена абхазская позиция, что республика полностью готова к организации такого высокого уровня и масштаба чемпионата мира. Вот как только это произойдет, как только мы получим письмо, мы начнем уже делать шаги определенные, конкретные. Я не сомневаюсь в том, что мы с абхазской стороной придем к общему. Как отметил президент Федерации домино Абхазии Тимур Лакирбай, профессиональный уровень наших спортсменов растет из года в год. А чтобы всегда держать их в тонусе, перед чемпионатами мира проводятся регулярные тренировки, турниры, формируются сильнейшие команды. Соответственно, растет и уровень. Количество участников на чемпионате мира всегда свыше 500 человек. Это со всех стран. Кто любит, кто профессионал, там присутствуют многократные чемпионы мира, титулованные чемпионы мира. Они играют профессионально в эту игру. И наши игроки, наша команда с нашим участием и нашими возможностями делают все, чтобы за последние, там, скажем, 5-7 лет наши игроки попадают в топ-10 лучших. Президент Общероссийской общественной организации «Российская Федерация домино» Борис Борзов добавил, что между российскими и абхазскими спортсменами образовались братские отношения. Теперь же к ним присоединяются международные доминошники из Латинской Америки. Эти отношения будут способствовать укреплению дружбы между народами, потому что мы вне политики. Мы не занимаемся никакими политическими моментами, а мы просто дружим, мы играем в домино. И особенно очень важно, что молодежь к нам тянется. Но и самое главное, мы растим вот эту молодежь, которая будет тоже дружить, которая будет заниматься не какими-то плохими делами, а только хорошими. Потому что домино это объединяет. С инициативой проведения турнира выступила абхазская сторона, уточнила Кенда. У Абхазии уже есть успешный опыт проведения чемпионата. Впервые он прошел в республике в 2011 году. Алиса Адлиба, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Сейчас о погоде.
В пятницу 21 ноября в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, атмосферное давление высокое, ветер слабый и умеренный, местами с порывами. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 17 до 22 градусов, температура морской воды 16 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.